алейкум, урмитли Джилер. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио Куреш, рубрика «Обзор прессы» и я, Светли Лейла. Адвокат Фейгин прорвался к Сущенко, сообщается на сайте «Украинская правда». Адвокату Марку Фейгину наконец-то удалось попасть к украинскому журналисту Роману Сущенко, которого спецслужбы Российской Федерации задержали в Москве и обвинили в шпионаже в пользу Минобороны Украины. Об этом у себя в Твиттер сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин. «Я вышел от Романа Сущенко в Лефортово всего 15 минут», написал адвокат. Он отметил, что успел ознакомиться с постановлением о возбуждении дела. Фейгин назвал ее «фуфелом». Сущенко отвергает обвинение в шпионаже, рассказал Фейгин. Как известно, Фейгин с воскресенья не мог попасть к Роману Сущенко. Парижский корреспондент агентства Укринфо Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист Укринформа – разведчик. Минобороны Российской Федерации сделала абсурдное заявление по поводу Украины, сообщается на сайте Укрнет. Российские так называемые стратеги заподозрили СБУ в подготовке провокации. Минобороны России заявила, что украинские спецслужбы готовят провокацию в отношении российских офицеров, присутствующих в Украине в составе совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на юго-востоке Украины, передает русская служба BBC. Акция с СБУ с задержанием российских военнослужащих по обвинению в якобы шпионаже будет реализована в ходе предстоящей на днях ротации российского контингента СЦКК. Акция СБУ с задержанием российских военнослужащих по обвинению в якобы шпионаже будет реализована в ходе предстоящей на днях ротации российского контингента совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на юге-востоке Украины, утверждается на сайте ведомства. В Минобороны заявили, что информация об этом поступила по нескольким достоверным каналам. В июне российская Минобороны заявила, что существует объективная угроза для безопасности российских офицеров, присутствующих в составе СЦКК на востоке Украины. Это произошло после того, как Служба безопасности Украины выслала из страны Владимира Чебана, начальника штаба российского представительства ССЦК. Ему было также запрещено въезд на Украину в течение 5 лет. В украинском ведомстве считают, что он передал представителям самопровозглашенной Донецкой Народной Республики графики и маршруты полетов беспилотников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. ФСБ проводит обыск у Сулеймана Кадырова, члена регионального меджлиса крымско-татарского народа, сообщается на сайте Куреш-Инфо. В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ России проводят обыск в доме Сулеймана Кадырова, члена Феодосийского регионального меджлиса крымско-татарского народа. Об этом Сулейман Кадыров написал на своей странице в Facebook. «У меня сейчас идет обыск в ФСБ, всех неравнодушных прошу меня поддержать своим присутствием. Город Феодосия, улица Горнаева, дом номер 36». Информацию об обыске также подтвердила член меджлиса крымско-татарского народа Эмине Авамилева, написав позже на своей странице в Facebook. Напоминаем, 29 сентября 2016 года Верховный суд Российской Федерации в Москве отклонил апелляционную жалобу и признал решение так называемого Верховного суда Крыма о запрете меджлиса крымско-татарского народа и признании его деятельности экстремистской. Новый спутниковый канал «Радио Свобода» для крымчан, сообщает главный редактор радио Куреш Ибрагим Сулейманов. Вниманию в первую очередь жителей Крыма. Смотрите новый спутниковый канал «Радио Свобода. Настоящее время. Альтернативный взгляд на события в России и Украине. Спутник Hotbit 13 East». Подробная информация об этом и других новостях на сайте Куреш-Инфо. Это была рубрика «Обзор прессы» и я, Асретли Лейла. Данная программа выходит... Это была рубрика «Обзор прессы» и я, Светли Лейла. Данная программа выходит при поддержке Международного фонда Відродження. Оставайтесь с нами.